На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Обострение тайваньского кризиса и разрядка на Балканах. Международная повестка дня. Абхазские сказки. В Сухуми на культурно-деловой площадке ГУМА открылась выставка художника из Тольятти Ольги Левченко. Девятнадцатый международный традиционный шахматный турнир «Абхазия Open Апсны-2022» открылся в Сухуми. Репортаж в рубрике «Амш Ахтес». Начнем с международной повестки. Тайвань сегодня в центре внимания всех мировых СМИ. Самолет, на борту которого находилась спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань около 17:40 по Москве. Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэйфэй, визит спикера Палаты представителей на остров нарушит принцип одного Китая, навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство. Кроме того, официальный представитель МИД КНР пообещал ответные меры на визит Пелоси на Тайвань, однако не стала уточнять их характер. В свою очередь, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер призвала Пекин воздержаться от бряцания оружием и заверила, что Вашингтон придерживается политики одного Китая. В Кремле поездку Пелоси назвали провокацией, ведущей к нарастанию напряженности в регионе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что это фиксирует все страны мира, и отметил солидарность России с Китаем. Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии неуместны и требуют не вмешиваться во внутренние дела. США, формально соблюдая принцип одного Китая и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживают связи с островом, но и регулярно поставляют туда оружие. Между тем, как сообщили китайские СМИ, армия Китая проведет военные учения в 6 регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Обострение конфликта между самопровозглашенным Косово и Белградом удалось избежать. Проблема отложена на месяц, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва поддерживает миролюбивую и конструктивную позицию Сербии. На этом фоне сообщается о снятии в Косово баррикад, которые накануне строили протестующие против политики Приштины сербы. На границе между частично признанным Косово и Сербией замечены американские солдаты из миротворческой миссии НАТО в регионе. К новостям в стране. Кабинет министров Абхазии одобрил внесение изменений в закон о бюджете на 2022 год. Общий доход республиканского бюджета на год составил 9 миллиардов 763 миллиона рублей. Статистика ГТК. По данным Государственного таможенного комитета, в июле 2022 объем начислений таможенных платежей составил 259 миллионов 400 тысяч рублей, что на 20 миллионов 100 тысяч больше плановых показателей – 108%. По сравнению с показателями за аналогичный период 2021 в июле текущего года начислено на 7 миллионов 100 тысяч рублей больше. Вопросы безопасности российских туристов, а также возможности проведения инвестиционного форума в Абхазии обсудили министр туризма Теймураз Хишба с председателем общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрием Давыденко в ходе рабочего визита в Москву. Давыденко поблагодарил министра туризма за оказываемую помощь и поддержку российским туристам в сложных ситуациях. В день воздушно-десантных войск на месте захоронения ветерана Великой Отечественной войны Хасана Харазия в Сухуми возложили цветы. В сквере у Государственной филармонии собрались действующие и бывшие военнослужащие воздушно-десантных войск Абхазии. Хасан Харазия родился в 1908 году в селе Мерхюл. В годы Великой Отечественной он командовал 10-й гвардейской воздушно-десантной бригадой, участвовал в боях под Тулой, Орлом и в Смоленской области. Наука и открытие. Группа ученых во главе с деканом исторического факультета Абхазского госуниверситета Аликом Габели обнаружила вторую пушку XIX века во время раскопок в Сухумской крепости. Об этом «Спутник» сообщил начальник департамента историко-культурного наследия Минкульта
Шандер Кайтан. Подобных находок в Абхазии еще не было. Аналоги таких пушек есть в музеях Махачкалы и Санкт-Петербурга. Крупнокалиберные пушки относятся к середине 19 века. Модель известна как отечественная или русская трехпудовая опытная бомбовая береговая пушка. Дальность стрельбы из такого орудия могла доходить до 2,5 километров. Такие пушки состояли на вооружении Российской империи. Ранее руководитель раскопок Олег Габелия сообщал, что после извлечения и изучения артефактов их, скорее всего, установят на территории Сухумской крепости, где, по его словам, планируют организовать музей под открытым небом. Также 1 августа министр культуры Абхазии Даур Кови обратился к министру обороны Владимиру Ануа с просьбой оказать содействие в проведении раскопок на территории крепости. На сегодняшний день в раскопках принимают участие военнослужащие Минобороны и курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища, а также волонтеры и любители истории. Одна из задач исследования – поиск могилы владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба. В 2022 отмечается 275-летие с года его рождения. Абхазские сказки. В Сухуми на культурно-деловой площадке ГУМА открылась выставка художника из Тольятти Ольги Левченко под этим названием. 5 дней картины с пейзажами Абхазии будут выставляться на ГУМе, и все эти дни автор работ будет читать тут же абхазские сказки и общаться с посетителями, рассказывая о своем творчестве и творчестве художника Василия Верещагина, который свел Ольгу с Абхазией. Как это было, рассказывает Марианна Котова. Абхазские сказки следующие 5 дней на платформе ГУМА показывает и рассказывает художник Ольга Левченко. С Абхазией она познакомилась задолго до того, как попала сюда. А проводником в страну души для Ольги стал Василий Верещагин, чьим творчеством художница заинтересовалась в Индии. Как и Ольга, Верещагин путешествовал и писал индийские пейзажи. Самый большой холст в мире кисти Верещагина, на котором изображено шествие слонов, Ольге увидеть не удалось. Зато удалось побывать в Ишерском имении художника и поработать там. Семья его там жила, да, он ездил уже по всей Абхазии, писал, но там он писал больше всего. И почему еще, да, нас заинтересовала эта тема, да, мы хотим, не хотим, мы уже создали, да, уже есть готовое положение о международном пленэре, который, первый пленэр произойдет уже на следующий год весной. Будут приглашены различные художники с разных стран. Да, они будут здесь писать, и я думаю, что все увидят это творение известных художников как раз здесь. Одна из картин Ольги написана прямо на том месте, откуда писал Верещагин. Картины абхазского периода Верещагина не сохранились. Они то ли утонули при перевозке кораблем, то ли были сожжены. История не сохранила этих фактов, но существует теория, согласно которой на полотне под названием «Апофеоз войны» очертания холма из черепов взяты из реального Ишерского холма. Когда приехала я в Сухум, первым делом, конечно же, мы поехали на холм Верещагина, где он писал, где он жил. Я начала изучать эту местность, начала писать Сухуми, да. И для меня, наверное, самое важное, да, показать красоту заброшенных мест. Потому что это история, и она несет очень большую энергетику, и положительную, и отрицательную, да. Но надо не забывать про это, да, надо восстанавливать, и надо любить эти места. И вот мне хотелось как раз в своей выставке показать именно эти сказки абхазские, именно эту любовь, с которой было построено все, да, привнесено, наверное, вот в этот мир, да, потому что Абхазия – это место, которое ни с чем не сравнимо в мире, ни по природе, ни по архитектуре. И нужно это любить и учитывать. Еще 4 дня в арт-пространстве платформы ГУМА можно будет встретиться с художницей Ольгой Левченко, которая готова рассказать о каждой из своих работ. Все картины продаются. Я пишу на черном цвете, то есть у меня идет оборотка, да, получается как негатив, то есть негатив проявляется в позитив. Вот. И я добавляю оттенки, добавляю цвета, чтобы они получились такими, какие получаются в итоге. Эта работа написана с учетом золота на воде. Для ГУМа эта выставка стала очередной, но такой же уникальной, как и все остальные. Платформа ГУМа уже зарекомендовала себя как пространство, на которое часто проходят выставки. Это как известные, так и малоизвестные в Абхазии художники. Ольга обратилась к нам через своих знакомых, которые живут в Абхазии, предложила
свою выставку провести здесь, естественно, мы согласились с удовольствием, потому что мы постоянно придумываем различные мероприятия для того, чтобы как-то разнообразить досуг наших жителей города и гостей столицы. Всегда интересно видеть свою родину, свою страну глазами совершенно чужого человека, который здесь никогда не жил, а вот просто приехал погостить и, может быть, даже хочет здесь остаться жить. Это замечательные работы, и мне кажется, что поднимет настроение всем на протяжении 5 дней. Все гости станции ГУМа могут вдохновиться и увидеть Абхазию другими глазами. Новое арт-пространство привлекает художников возможностью охватить наибольшую аудиторию. Для ГУМы такие события становятся фактом притяжения, а для аудитории еще одним поводом отдохнуть в самом модном столичном месте этого лета. Марьяна Котова, Саида Гухава, Абаза ТВ. Культурный анонс. В рамках проекта «Музыкальные каникулы» 3 августа в Абхазской государственной филармонии имени Гумба состоится концерт выпускников Сухумского государственного музыкального училища имени Чичба, обучающихся в вузах России. В концерте принимают участие Государственный камерный оркестр Республики Абхазия и Государственная хоровая капелла Республики. Начало в 19 часов. В таком проекте участвовала первый раз. И мне очень приятно, что меня пригласили сюда. Я благодарю всех тех, кто помог мне выбрать этот путь, особенно своего педагога. Я здесь в училище училась 4 года у народной артистки Республики Абхазия, Мананы Шамба. Благодаря ей я полюбила классическую музыку, благодаря ей я здесь и участвую в таких проектах. Очень рада тому, что вообще есть такие проекты. Надеюсь, в последующие годы они получат свое развитие. Ждем вас, будем всех рады видеть. Такие проекты очень важны для нас, потому что те, кто будут выступать, все они из Абхазии, они все из одного музыкального училища, и это будущее нации. Жаль, что нас так мало, что мы одним все завершаем. Было бы хорошо, если нас было больше, это был второй, третий день этого концерта. Но пока так, и мы надеемся, что мы все вернемся и дальше продолжим эту замечательную традицию с нашими уже подопечными. И надеемся, что эта традиция будет долго жить. Спорт. Традиционный международный шахматный турнир «Абхазия Open Апсны-2022» открылся в Сухуми. В нем принимают участие более 80 шахматистов из районов Абхазии и представители ряда городов России, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи. Участники разделены по возрастным категориям. Призовой фонд составляет 300 тысяч рублей. Международное соревнование организовано Федерацией шахмат Абхазии и Госкомитетом по спорту и проводится уже 19-й год. Сегодня в школе Анатолия Карпова стартовали детские соревнования. Всегда большое представительство. Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Омск, Краснодарский край, Саратов. Вот. Есть мастера, детей. Очень много, общее количество участников, более 80 человек. Также представлена Абхазия, Гудаута, Гагра,
все Чамчири есть. Ну, и Сухуми. Наши тренеры подготовили детей. Это самый главный турнир у нас в Абхазии. Гроссмейстеров нету, правда, но это объясняется тем, что наш призовой фонд все-таки маленький. Вообще это считается копеечным призовым фондом, 300 тысяч. Вот. Я буду выходить с ходатайством на Госкомспорт Республики Абхазия, чтобы в следующем году все-таки увеличили призовой фонд и к нам, чтобы приезжали более маститые шахматисты. Много хороших соперников есть. Есть, конечно, игроки, которые, только начинают, но у них еще все впереди. Я, в принципе, доволен, но когда как. Если бывает то, что со слабым соперником я расслабляюсь и начинаю плохо играть. Но из-за того, что он слабый, я его обыгрываю. А со сильным соперником у меня партия идет, если у нас время примерно 40 минут, то она может длиться 1,5 часа спокойно у меня. Репортаж с открытия шахматного турнира смотрите в рубрике «Амш Ахтес». В завершении о погоде. В среду, 3 августа, в Абхазии переменная облачность, ночью и утром местами возможен дождь. С грозой, туман. Температура воздуха ночью от 18 до 23, днем от 26 до 31 градуса. Температура морской воды 25 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи в эфире.